Болдырев Юрий Федорович, кандидат исторических наук, доцент, профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры. Дорогие друзья и коллеги, разрешите прежде всего от своего имени и от имени нашей волгоградской делегации поблагодарить руководство республики, главу республики, председателя правительства, дирекцию Института истории имени Охриева за теплый и радушный прием на конференции, посвященной столетию ингушской государственности. Так получилось, что мой творческий путь в свое время встретился с направлением в исторической науке, связанной с историей Кавказа. И из всех этих направлений меня прежде всего заинтересовала ингушская история. Вот уже третий раз я приезжаю в гостеприимную Ингушетию на конференции, посвященной ингушской истории. Хочу сказать, что история Ингушетии, особенно период 1924-1934 год, период существования Ингушской автономной области, это, пожалуй, самый золотой период, самая золотая страница в истории Ингушетии. Изучая Кавказ, мне приходилось сравнивать статистические данные, материал по развитию автономии Кавказа в 20-е и 30-е годы. И по всем материалам Ингушская автономная область была процветающим краем. Прошли десятилетия, прошло время трудное, время очень тяжелое. И в 1992 году была воссоздана Республика Ингушетия, которая сейчас вместе с другими республиками Северного Кавказа, с другими регионами нашей страны успешно решает задачи хозяйственного и политического развития. Что меня прежде всего поразило, когда я начал заниматься историей Ингушетии. Ингуши всегда придерживались демократических основ своего управления. В Ингушетии проведена большая работа учеными Ингушетии по переводу свидетельств иностранцев об Ингушетии. И эти свидетельства, начиная с XVIII века, свидетельствуют о том, что в Ингушетии был институт старшин, которые решали все дела. У ингушей не было знати. Вот это равенство, демократизм всегда привлекали путешественников, историков, которые в той или иной степени изучали историю этой страны. Юбилейная конференция, посвященная столетию российской государственности, привлекла к себе не только внимание ученых Ингушетии, но в исторической отечественной науке, если так можно сказать, образовалось течение ингушеведения, когда представители разных регионов Москвы, Ростова, Волгограда, Санкт-Петербурга, то есть центров, где развивается отечественная наука, специалисты занимаются изучением истории Ингушетии и открываются блестящие перспективы. Если говорить о сборнике материалов, который вышел накануне конференции, вообще это отличный показатель, когда перед началом конференции участники получают уже свои материалы. И по неписанному правилу в исторической науке участники стараются и говорят, что моя статья опубликована, а я расскажу о самых новейших наработках по истории Ингушетии. Особенно меня привлек второй том, где буквально пласты, посвященные исследованию культуры Ингушетии. Большая заслуга нынешнего руководства Ингушетии, что сохраняются уникальные памятники старины. Вот когда образовалась Республика Ингушетия,
мало кто знает, что настоящие памятники архитектуры древние, эти шедевры средневековой ингушской архитектуры, жилые башни, боевые башни, сторожевые башни, то есть оригиналы, они остались на территории Ингушетии. И в настоящее время туристы со всех регионов страны, ну и из-за рубежа знакомятся с этими шедеврами. И нет. И вот эти башни, и что очень примечательно, вот эти уникальные архитектурные комплексы сейчас восстанавливаются. И восстанавливаются государством, восстанавливаются и уроженцами этих районов. И хочется пожелать больших успехов государственному заповеднику, который сейчас создан и функционирует в Ингушетии, потому что Кавказ, по моему глубокому убеждению, он находится в сердце России. И мы неразрывными узами, народы нашей страны связаны с народами Кавказа. Когда меня принимал председатель правительства Ингушетии, служу Россию и служу народу Ингушетии. Всего самого-самого доброго. До новых встреч на гостеприимной ингушской земле.